Свою историю музей Бичурин и современность ведет с 2001 года. Сегодня музей Бичурин и современность – местная достопримечательность. За короткое время он стал основным хранилищем памятников материальной и духовной культуры жителей, населяющих Чебоксарский район. С удовольствием наведываются в музей местные жители, приезжают зарубежные делегации. Здание музея является одним из красивейших архитектурных сооружений районного центра, которое привлекает внимание своей необычной архитектурой. Общая площадь музея составляет 374 квадратных метра. Хотя музей небольшой, но качество подготовки экспозиции ставит его на один уровень с лучшими музеями Чувашской республики. В музее хранится более 8000 экспонатов, которые делают его важнейшим хранилищем историко-культурного и духовного наследия нашего региона. Все важные события, произошедшие на территории нынешнего Чебоксарского района с древнейших времен до наших дней, нашли свое выражение в постоянной экспозиции музея, состоящей из 6 залов. Жемчужиной музея является зал «Научный подвиг Бичурина». Экспозиция посвящена основоположнику Российской школы синологии, лауреату Демидовской премии, члену-корреспонденту Российской академии наук, действительному члену Азиатского общества в Париже, научному сотруднику Азиатского департамента Министерства иностранных дел Российской империи Никите Яковлевичу Бичурину. Никита Яковлевич Бичурин – гордость земли Чувашской. Своим могучим интеллектом, гениальными способностями и сверхчеловеческим трудолюбием достиг высот в научном мире. Основное место в экспозиции уделено видным чувашским ученым, благодаря которым сегодняшнее поколение узнает о Никите Яковлевиче Бичурине. Зал пополняется научными трудами ученого и оформляется в виде читального зала научных трудов Бичурина. Зал археологии посвящен истории абашевской культуры. Абашевская культура – это очень древняя археологическая культура, относящаяся ко второму тысячелетию до нашей эры, к эпохе Бронзового века. Предки чувашского народа вели кочевой образ жизни, занимались земледелием, скотоводством. Во все времена народных промыслов в Чувашии одним из наиболее любимых и процветающих было искусство вышивания. В каждом доме жила вышивка. На простом домотканном холсте шерстяными и шелковыми нитками создавали свои неповторимые узоры чувашские женщины. Свое духовное богатство и художественную культуру воплощал чувашский народ в орнаментальном искусстве. Чувашская вышивка, созданная на основе лучших традиций, совершенствуется и обновляется главным образом благодаря старейшему предприятию в нашем районе ПХ-деле. Зал «Край Чебоксарский» рассказывает об образовании Чебоксарского района и его знатных людях. Села и деревни Чебоксарского района до бурных преобразований 1917 года входили в Козьмодемьянский и Чебоксарский уезды Казанской губернии. Чебоксарская земля родила многих талантливых людей, таких как Айзман Николай Спидорович, Уюб Миши, Федорова Любовь Владимировна, Мешков Владимир Ильич, Матросов Юрий Петрович и многие другие. Сохранить память о ратном подвиге – особая миссия музея. Экспозиция стала живой памятью всем участникам Великой Отечественной войны. Из Чебоксарского района ушли на фронт 15 262 человека. На полях сражений героически погибли около 6000 земляков. С самого начала войны уроженцы Чебоксарского района проявили самоотверженность и готовность отдать жизнь за свободу Родины при обороне Брестской крепости Москвы. С 2012 года действует на прилегающей территории музея Чувашский дворик. Автор экспозиции – народный художник Чувашии Юрий Петрович Матросов. Проект подразумевает воссоздание естественного фона бытования крестьянской культуры, созданием этнографических уголков. Основная задача создания Чувашского дворика – сохранить традиционное наследие, воссоздать атмосферу крестьянской жизни конца 19-го – начала 20 века. Цель музейной экспозиции под открытым небом на основе подлинных музейных памятников – познакомить посетителей с богатством и разнообразием традиционной крестьянской культуры, древней и новой истории Чебоксарского района.
В последнее время востребованными стали свадебные экскурсии. Сотрудники музея приглашают совершить историческое свадебное путешествие по экспозициям музея. В первые же минуты совместной жизни молодожены принимают активное участие в древних магических обрядах, фотографируются в интерьерах чувашской деревни. Расширяется музейный комплекс. На прилегающей территории музея создается Бичуринский сад. Установлен памятник Никите Яковлевичу Бичурину, посажены деревья. Цель данного проекта – организация единого музейно-паркового комплекса по воссозданию и сохранению исторического наследия основоположника Российской школы синологии и востоковедения Никиты Яковлевича Бичурина. Огромную ценность в укреплении взаимопонимания и сотрудничества между Россией и Китаем представляет наследие Никиты Яковлевича Бичурина. Поэтому создание единого музейно-паркового комплекса Бичуринский сад является своевременным и актуальным. Музей активно участвует в проектной деятельности, часто проводятся конкурсы, мероприятия. А с 2012 года с целью повышения интереса к изучению жизни и деятельности Никиты Яковлевича Бичурина проводятся бичуринские чтения. Мы получили в дар большое и богатое наследие, на котором зиждется наша великая и замечательная Родина. Мы должны хранить его и приумножать, чтобы потом передать его будущим поколениям. Сохраняем прошлое ради будущего. Музей Бичурина современности.